костях, а смерть отправляется в горы, и в адских звенит про мостях. Знакомые слова, ритмы и не менее знакомые исполнители. Свой юбилей сегодня отмечает Ибрагим Беков, народный артист Ингушетии, кавалер ордена за заслуги республики, мастер сцены, актер Ингушского государственного драматического театра. Он успешен в разных амплуа, но больше ингушский народ его знает как вокалиста группы «Лом». За плечами артиста годы полные творческого вдохновения. Ибрагим Беков родился в Киргизии 18 января 1956 года в многодетной семье. Вскоре после хрущевской оттепели вместе с родителями он переезжает в Грозный, где и заканчивает среднюю школу. Об актерской карьере даже не думал, но в 1973 году, узнав о наборе в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, решился сдать творческий экзамен вместе со старшим братом Мустафой. Ибрагим оказался в числе 25 юношей и девушек, зачисленных в один из престижнейших театральных вузов бывшего СССР на курс Меркурьева. Вся жизнь в театре – это была определенная история, потому что я считаю, что это выпуск, последний выпуск народного артиста СССР Василия Васильевича Меркурьева и Ирина Всеволодовна Мейерхольд. Это ребята, которые должны были под руководством этого мастера приехать и создавать в Грозном, тогда в Чечено-Ингушетии, Ингушский театр. Но так случилось, что Василий Васильевич умер 13 мая, чуть-чуть не дожив до их выпуска. Именно в институте сложился дуэт Руслана Наурбиева и Ибрагима Бекова, прошедший впоследствии испытания временем более 30 лет. Камчатка, Магадань, Сахалин, Болгария, Санкт-Петербург. За это время они выступали на самых престижных площадках. В 1994 году вместе с Тимуром Дзейтовым и Тамарой Яндиевой они создали группу «Лом». За 10 лет зарекомендовали себя как высокопрофессиональный творческий коллектив, а их песни и сейчас не сходят с уст многих. Жеронимо Мольера, Фердинанд Шиллера, почтмейстер Гоголя. Репертуар сыгранных Ибрагимом ролей огромен, и везде актер находил необычные краски для сценического пребывания своего героя. Одновременно Ибрагим снялся в таких картинах, как «Мужской талисман», «Дом дураков», «Оперативный псевдоним» и «Московская жара». И, в принципе, дальше уже были более серьезные такие роли, когда «Сыновья Беки». Ибрагим играл там пристава и потом уже Дауда, как бы в эту революцию вошедшего ингуша такого. Это были две совершенно полные противоположности в игровом плане, и Ибрагим четко, классно выдержал это все. Голос, интонация, мимика. Каждая роль – отдельная история. Впрочем, повторяться, как и быть артистом одной масти – это не про него, а вдохновляет на новые начинания. Ибрагима всегда одно. Самое главное – это твое внутреннее состояние. Вот как ты выходишь на улицу, как ты смотришь на мир, на людей. Вот если всегда надо улыбаться, мне так кажется, внутри. Ибрагим Беков – это талант, помноженный на трудолюбие и любовь к родине. Артист, который сейчас делится своими лучшими качествами не только на сцене. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.